Видео второе. В нем мы переходим к основе кузнечной мастерской. Это, конечно, кузнечный горн. Горн бывает газовый и угольный. У каждого есть свои плюсы и минусы. В любом случае высота горна должна быть чуть выше пояса, чтобы не греть себе лишний раз важные места. Плюсы угольного горна в том, что он позволяет ковать любую погоду, поскольку у него нет газового баллона, который нужно постоянно нагревать. При желании можно работать вообще без электричества, если поставить механическую или аккумуляторную воздуходувку. Минус в том, что не видно заготовку. Для новичка это может вызывать сложности. Еще надо постоянно следить и подкидывать уголь, и от него очень много грязи. У газового горна минус замерзание баллона. И газ все-таки вещь опасная, надо быть внимательным. Плюс в том, что видно паковку и очень легко делать зонную закалку. Угольный горн очень просто сделать самому из подручных материалов. У меня промышленный чугунный горн, ему более 100 лет. Он очень тяжелый, его с трудом поднимали 6 человек. Он рассчитан на каменный уголь, и скорее всего его потом переделывали под газ. Или наоборот. Он даже лопнул от напряжения. Конечно, такой вам не нужен. Его можно сделать гораздо меньше. Из обычного стального листа, стальной трубы, вентилятора от вытяжки туалета и нескольких кирпичей. Объясняю конструкцию. Воздух от электрического вентилятора поступает в стальную трубу диаметром 75 мм, идущую к колоснику. Вентилятор у меня избыточно мощный, что позволяет ковать дамаск и при желании варить булат. Поэтому регулятор у меня всегда стоит на минимум, и еще практически полностью перекрыта воздушная заслонка. Через эту же трубу в нижней части высыпается шлак и пепел, которого на древесном угле практически нет. В трубе нужно установить заслонку, которая регулирует воздушный поток. Далее труба идет, собственно, к колоснику. У меня тут емкость для засыпания каменного угля и клапан для прочистки от шлака. Он же для регулировки потока газа, но вам такое не нужно. Я иногда кую в этой емкости на каменном угле, но расход очень большой для моих объемов. Вам над этой трубой необходимо просто установить колосник. Колосник лучше всего сварить самому из обычной стали СТ3, например, из квадрата или арматуры диаметром 10-14 мм. Чугунные колосники, которые продаются в магазине, имеют слишком большие отверстия. Из-за этого в них забивается раскаленный уголь, и они быстро прогорают, стоит дать температуру немного повыше. Размеры колосника оптимальные для клинков 25 на 12,5 см, чтобы не пилить кирпичи. Такой размер позволяет очень экономно расходовать уголь и иметь достаточное расстояние паковки от дутья. Отверстий для воздуха в колоснике 3, шириной около 3 мм. С нижней части колосника желательно сделать конические запилы, чтобы горячий шлак не застревал, а сразу высыпался вниз. Вокруг колосника выкладывается очаг из 6 шамотных кирпичей. Раствор, естественно, не нужен. Для длительной низкотемпературной ковки используется обычный древесный уголь для шашлыков, который можно сделать самому или купить в любом магазине. Каменный уголь для длительной ковки использовать не стоит из-за диффузии серы. Он используется только для ковки подручного инструмента. Переходим к газовому горну. Газовый горн тоже имеет очень простую конструкцию. Это железный ящик размерами 20 на 20 см и длиной 30 см. Толщина стенки приблизительно 2-3 мм. За счет этого он очень легкий, и мне даже приходится пригружать его кирпичом сверху, чтобы не сдвигать при закладке заготовок. Задняя стенка у этого горна открывается для ковки более длинных заготовок. Стенки защищены негорючим материалом, который позволяет очень быстро разогревать горн, в отличие от каменных. Минус этого материала только в том, что он не очень прочный и его легко повредить, закладываю заготовку. Внизу лежит обычная шамотная плитка размером 12 на 25 см, куда, собственно, кладутся заготовки. Размер данного горна считаю оптимальными для ковки клинков. Такой горн тоже очень просто сделать самому, но я его купил,
потому что есть одна небольшая сложность. Это горелка, которую не так просто сделать. Но это отдельная тема, в которой надо разбираться. Купил горн я давно, где-то на Авито в районе Зеленограда. Чисто попробовать. Но мне повезло, работает достаточно экономно и не ломается. У кого купил, найти не смог, но похожих объявлений на Авито полно. Можно, например, купить горелку отдельно, а горн собрать самому. Для наших целей подходит обычная инжекционная горелка без воздушного насоса. Этого хватит с запасом даже для кузнечной сварки. Конструкция очень простая. Сбоку подходит газ от баллона, сверху воздух. Снизу выходит огонь. Сопло сделано из жаростойкой нержавейки. Работает как часы. За много лет внутрь горелки я ни разу не лазил и внутреннее покрытие горна тоже не менял. В горелке подходит газ от баллона через кран. На баллоне стоит редуктор. Обычно я работаю от 0,01 до 0,04 мегапаскалей. Баллоны у меня два. Один пластиковый, второй металлический на 27 литров, чтобы заправлять их по очереди. Пластик чуть легче и удобнее таскать. Одного баллона хватает в среднем на 5-10 дней работы, в зависимости от того, с какой сталью работаю. Есть нюансы при работе с газом. Баллон замерзает даже летом. Поэтому его надо постоянно нагревать градусов хотя бы до 30. Попробовал покупать специальные обогреватели типа электроодеяла, но они не помогают. Поэтому поставил обычную коробку и маленький воздушный обогреватель. Этого достаточно, но занимает довольно много места, что не очень удобно. Все, не доходит руки как-то это модернизировать. Показываю, как включается. Сначала включаю обогреватель, затем открываю газ на баллоне. И редуктор у меня уже стоит на нужном давлении с прошлого раза. Зажигаю газовую горелку и одной рукой направляю ее в горн, второй рукой открываю газовый кран. Выключение горна происходит в обратной последовательности. И вне зависимости, какой горн вы выберете, понадобится вытяжка. Кожух можно сделать любой самому. Трубу необходимо купить обязательно утепленную, высотой от 4 метров. Внутренний диаметр трубы 200 мм, внешний 300 мм. Этого будет достаточно для нормальной тяги и не понадобится ставить дополнительный вентилятор. Помните о мерах безопасности и постарайтесь не угореть.